Несколько легких самолетов, взлетная полоса аэропорта Заводское и улица Аэрофлотская. Все, что до сих пор хранит память о славном авиационном прошлом Акмесджита. А между тем, в начале 20 века Крым и его столица были одной из точек, в которых кипела жизнь новой тогда отрасли – воздухоплавания. Колыбелью авиации является, конечно, Петербург, но сразу выяснилось, что климатические условия далеко не лучшие. И родилась гениальная идея создать авиационную школу в Крыму. Так сначала появилась Кача. Именно там первые полеты совершались. А уже затем, после того, как в Симферополе появился авиационный завод, это вообще сложно даже сейчас представить. И вот в 1916 году появился авиационный завод «Анатра». Он выпускал серийные по тому времени Ньюпорт-17, но и были свои разработки. С приходом к власти большевиков завод «Анатра» был закрыт. Остались только ремонтные мастерские, а позже на их месте открылась обувная фабрика. Но крымской молодежи было куда податься. В Симферополе появилась авиационная школа. Что интересно, преподавал в ней Арцеулов. Арцеулов – родной внук Айвазовского. И вот это в нем два качества летчика и художника объединились в чем? Он иллюстрировал книги об авиации. Вот воспоминания любого летчика иллюстратором Арцеулов. В истории воздухоплавания Константин Арцеулов остался благодаря своей любви к строго рассчитанному риску. Он первым в мире разработал технику выхода из штопора. Впоследствии именно в небе над Крымом были впервые опробованы и другие фигуры высшего пилотажа – переворот и мертвая петля. У нас в Крыму были такие аэроклубы в Керчи, в Севастополе, в Симферополе. Как шел путь в авиацию? Традиционный путь был какой? Авиамодель. Оторвать было невозможно. Они с утра до вечера делали эти модели. Подросли от моделей, перешли к планерам. Сами делали планеры, сами на них летали. А потом всех этих ребят вызвали и сказали, в стране нужны летчики. Идите в Качинскую летную школу. Они говорят, да мы хотим быть конструкторами, строить, создавать. Так, Родина сказала, приехали. И началась мандатная комиссия. Половину мандатная комиссия зарубила. У моего дядьки родного оказалось, дед имел мельницу, отец имел мельницу, а мы об этом даже и не знали. У Добахова вообще был из дворян, у Осинского отец сидел. И, в общем, половину ребят выкинули. И вот так судьба распорядилась, что всех, кого приняли, потом стали летчиками, погибли в войну, а тех, кого не приняли, они тоже стали летчиками, но гражданской авиации, и остались живы. Так, в 1931 году аэроклуб получил официальный статус. На его базе была создана школа ОСА-Авиахима – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Начинающие пилоты, или как их тогда называли, учлеты, массово осваивали самолет У-2. В начале 30-х в авиацию пошли и крымские татары. Естественно, в то время крымско-татарская молодежь тянулась знанием. И вот большая группа ребят училась. Первым, кто взлетел, это был Мазинов. Мало того, что он был первым, он стал первым инструктором. Он стал уже готовить всех. Другой интересный приоритетный момент. Первым парашютистом и инструктором парашютного спорта стал Масредин Ваапов. И вот если посмотреть газеты довоенные, то 18 августа всегда портрет Ваапова. Все парашютисты Крыма прошли с его благословения. В то время это, конечно, был какой-то прорыв вперед. Очень много, вот я сейчас занимаюсь историей крымских татар в авиации, мотористы, механики, выпускники аэроклуба. Оказывается, это был такой пласт широкий, готовил основательно. Симферопольский аэроклуб воспитал 11 героев Советского Союза, в их числе Вильям Сон, Мальченко и Самохвалов, а также крымские татары Абдуриим Ришидов и Амед хан Султан. Но кроме военных летчиков отсюда выпустились и десятки, а то и сотни тружеников, о которых вспоминают нечасто – техников, инженеров и механиков. После войны аэроклуб продолжал, вот те же его выпускники работали здесь инструкторами. Авиацию нужно поддерживать. Но начинается все с авиамодели, с планера, У-2 и так далее, потому что принципы полетов остаются вечными. В советское время авиаклуб готовил десантников и летчиков. До последнего времени здесь тренировались спортсмены, а в аэропорту Заводское садились самолеты санитарной авиации.
Аэроклубу было присвоено имя его самого известного выпускника Амедхана Султана, а в 2016 году здесь установили памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Сегодня аэроклуб живет благодаря энтузиазму его коллектива и уважению к прошлому.